Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Дополнительные выплаты в размере 5000 рублей педагоги получат уже в следующем месяце. Президент провел встречу с министром образования и науки. Акт гражданского единения и патриотизма. Сотрудники КГБ высадили саженцы хвойных пород на территории ведомства. К 125-летию со дня рождения именитого ученого ГТРК ИР готовит новый проект «Васу Абаев и остинский язык». Президент Алан Гаглоев провел встречу с министром образования и науки Асланом Лулаевым. Министр доложил о текущей деятельности вверенного ему ведомства, включая вопросы дополнительных выплат педагогам. На прошедшем заседании правительства Кабинет министров единогласным решением принял проект постановления. Стелла Бязрова продолжит тему. Алан Гаглоев обсудил с министром образования Асланом Лулаевым вопросы улучшения работы системы образования и социальной поддержки педагогов. 3 ключевых направления, над которыми идет планомерная работа. Аслан Давидович, на прошлой встрече мы обсуждали вопрос установления надбавок нашим учителям, преподавателям остинского и русского языков. После мы направили наших представителей системы образования на Центр знаний Машук. Знаю, что они уже вернулись. И еще один вопрос. Мы через фонд президентских грантов закупаем для наших учебных учреждений оборудование. Поэтому просьба доложить ВПК по этим вопросам. Проработан вопрос установления дополнительных стимулирующих надбавок педагогам русского языка, литературы и родного языка. Аслан Лулаев особое внимание уделил утвержденным российской стороной критериям, согласно которым выплаты полагаются педагогам с недельной нагрузкой от 9 часов и более. Мы с коллегами долго рассматривали данный вопрос, пытались, скажем так, отставить позицию, где бы надбавку получили педагоги с нагрузкой от 6 часов и выше, но, к сожалению, этого не получилось сделать, так как подобные надбавки существуют и в регионах Российской Федерации, и в Северной Осетии в том числе. Подход единообразия, да, 9 часов и более. И с учетом единого подхода к данным выплатам мы остановились на 9 часах и более. Дополнительные выплаты в размере 5000 рублей педагоги получат уже в следующем месяце. Выплаты начислят с учетом перерасчета с 1 сентября 2025 года. С Минфином мы общались и предполагаем, что при получении следующей заработной платы педработникам данные надбавки уже педагогами будут получены. Сейчас деньги определены ГРПСом, главным распорядителем бюджетных средств, согласована форма отчетности, и по отдельному табелю все педагоги будут получать данную надбавку. Всего это 296 человек. Министр образования доложил президенту. В рамках президентских грантов Российской Федерации проекта «Победили вместе» закуплено музейное оборудование для 3 школ республики. Эти учреждения теперь смогут обустроить в своих стенах музейные уголки по тематике Великой Отечественной войны, что, безусловно, будет способствовать сохранению исторической памяти. В данной программе участвует 3 подведомственных министерства образования учреждения. Это школа «Альбион», школа-лицей и школа-интернат. На данный момент времени все позиции заказаны. Часть из них уже приехала в Южную Осетию, часть находится по дороге в пункте выдачи, то есть это все оборудование. И по ориентировочным расчетам к 15-20 ноября все оборудование будет на территории образовательных организаций. По поставке последней партии оборудования, когда все оборудование, которое было заказано, будет доставлено на место, просьба доложить, потому что это очень важно для нас. И ту ответственность, которая несет это мероприятие, вы прекрасно понимаете, поэтому возьмите на контроль.
Создание подобных музейных экспозиций позволит более эффективно реализовывать образовательные программы по патриотическому воспитанию молодежи. Отдельное внимание Аслан Лулаев уделил участию югостинской делегации в программе про образование в Центре знаний Машук. Мероприятие состоялось в городе Пятигорск. Помимо Лулаева в нем приняли участие директора школ, педагоги, наставники и методисты. Сама образовательная программа была выстроена с учетом потребностей педработников. Были очень интересные спикеры с МГИМО, принимали участие представители с, скажем так, различных образовательных организаций, которые занимаются и курсами повышения квалификации, и переподготовкой кадров. По обратной связи, которую мы получили от наших педработников, курсы им очень понравились. В рамках мероприятия состоялась встреча Аслана Лулаева с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Коллеги обсудили актуальные вопросы системы образования. Данная образовательная программа состоялась с содействием Министерства просвещения Российской Федерации. Сергей Сергеевич принимал участие в данной программе. Он находился в отпуске в Пятигорске. И когда узнал, что Южная Осетия принимает участие в Машуке, нашел время и с отпуска, скажем так, пришел поприветствовать своих коллег. Да, мы с ним пообщались, обсудили, скажем так, актуальные вопросы системы. Работа программы была посвящена основным задачам воспитания и образования подрастающего поколения. Педагоги Южной Осетии смогли обсудить с коллегами ключевые вопросы, необходимые для современного образовательного процесса. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаева, Замат Кудзиев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Накануне российского государственного праздника Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в Цхинвале прошло торжественное мероприятие с участием президента Алана Гаглоева. Акт гражданского единения и патриотизма развернулся на территории комплекса зданий Комитета государственной безопасности. Мероприятие началось с торжественного построения личного состава органов госбезопасности, что подчеркнуло его особую значимость. Коллектив Комитета государственной безопасности для проведения мероприятий построен. В канун Дня народного единства в республике состоялась акция по высадке хвойных пород деревьев на территории Комитета государственной безопасности. Главу государства пригласили принять участие в экологической акции. Алан Гаглоев обратился с приветственным словом к сотрудникам комитета и руководителю ведомства, поздравив их с наступающим праздником Днем народного единства Российской Федерации. Со своей стороны руководитель комитета Юрий Кади выразил благодарность главе государства за визит, а также поздравил сослуживцев с предстоящим праздником. Мы, как никто, знаем, как необходима сплоченность нашего народа. Пусть сегодняшнее наше единение станет залогом успеха и процветания нашей страны. После участники мероприятия высадили саженцы голубых елей на территории ведомства. В мероприятии приняли участие сотрудники подразделений Комитета государственной безопасности. Они предварительно изучили особенности высадки данного вида хвойных для того, чтобы деревья прижились. По словам участников акции, новая аллея станет живым напоминанием о важности общих целей и преемственности поколений. Анжела Кукоева, Галим Бетеев, Аида Кочева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. В столице республики пройдет ряд праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. По уже сложившейся традиции в Русском доме в Цхинвале состоится торжественный прием. В Госуниверситете пройдет турнир по волейболу. Также подготовлена праздничная концертная программа с участием российских и югостинских исполнителей, как символ общей истории и ценностей. Алена Уттаева обо всем по порядку. 5 числа в 18:30 на сцене Госдрамтеатра состоится праздничный концерт, приуроченный ко Дню народного единства России. Перед гостями выступит российский автор-исполнитель Юрий Стрелкин. В мероприятии примут участие и звезды юго-осетинской эстрады. Для многих это не просто концерт, а важный символ. Символ общих ценностей, истории и уверенности в будущем, отметил глава Русского дома в Цхинвале Сергей Комиссаров. Он пригласил всех желающих посетить концерт, вход бесплатный. Наше мероприятие будет поддерживать
известный в России артист Юрий Стрелкин. Он является членом команды Путина Народного фронта. Постоянно выезжает с концертами на линию боевого соприкосновения. И вот в этом году мы договорились, чтобы он приехал и поддержал наше мероприятие. Концерт будет поддержан артистами из Южной Осетии. Это и Игорь Тассо, Залина Сапиева участвует в концерте, Сабина Догузова. Если кому-то хочется оставить себе на память, мы подготовили еще такие контрамарки. Они будут у нас в Русском доме в течение всех выходных и понедельника. Можно будет зайти и взять себе на память, условно говоря, об этом концерте. В рамках празднования Дня народного единства представительство Россотрудничества реализует еще ряд мероприятий. Традиционно завтра состоится торжественный прием. Россотрудничество, имея свои представительства во всех странах, активно совместно со соотечественниками, проживающими за рубежом, отмечают этот день. В Южной Осетии мы не являемся исключением. В этом году, 4 числа, во вторник, Русский дом Схинвали устраивает прием торжественный по этому случаю. Будут приглашены все главные политические силы, все руководители ведомств. На площадке ЮАГУ пройдет турнир по волейболу. Спортивное мероприятие состоится 4 ноября. Студентам будет показан документальный фильм, посвященный празднику. По словам Сергея Комиссарова, по традиции будет проведен и этнографический диктант, который пройдет 7 ноября в онлайн-режиме. Желающим принять участие нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте Россотрудничества. Задания диктанта оформлены в виде теста. Участникам младше 16 лет предстоит ответить на 20 вопросов. Старшая возрастная группа должна будет ответить на 30 вопросов. Удачно прошедшие тестирование получат сертификаты. Алена Алтаева, Альдина Чихоева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. К 125-летию именитого ученого-лингвиста Васу Абаева на ГТРК ИР будет представлен новый проект. Прием заявок от участников, а их более 50, завершен. Отобраны наиболее подготовленные. По мнению организаторов руководства телевидения, проект предоставит уникальную возможность для подрастающего поколения проявить свои способности и знания родного языка. Эльвира Тибилова поделится подробностями. ИР зоны надо САУН стала. ГТРК ИР совместно с Комитетом по молодежной политике и спорту готовит новый проект. Программа посвящена 125-летию со дня рождения одного из ярких личностей и представителей Осетии, ученого-лингвиста Васу Абаева. Телевизионный конкурс проводится впервые и направлен на популяризацию родного языка. Основная тема проекта – Васу Абаев и остинский язык. مخ آرخایم تمای ایران افزاگ پراخات کنا رازمتسوا آلت در آرازم تمای نه کستر فستیوال درس که زورو ایران او اما آل ماجال در خیادیسم. Doordat sam school organiseerden actieve Roysen schijt alle gezond concours met hanner der televisie Rositis radon concours tankt met die zo'n concours irzon na de sound stallen. Maar mocht er na organiseer bochutom. Nafsnij se man nooit daar hoors kijken zijn is tank met die zevzaren cannons otse projecten na organiseertem. Maar saten grozen kort cannons iron of zog organiseertem. Проект нашел отклик среди старшеклассников. Заявки на участие в конкурсе подали более 50 школьников. Накануне прошел кастинг, где были отобраны сильнейшие. آشه پروژه راست ما استون نوچن در پروژه خیاط مزر دم فشدیم نوگر باستن ما دلون زاگ مزر دم شوم که بازتون واسویت خینم وجین پروژه ود ما بافندی ما نفس بخواستم ارباشتن Özür botstan nok projekt ma katsu oboyt vasayt khayma irun afzaj takhay ma direktor gasit mayama mana mokhorganak kharibat venira udoni mashhur erbalanch matsan shtar buznak shurun aftamayma in khorganch dadar udon andash shtar buznak.
Оценивать старания и знания конкурсантов будет заслуженный учитель Республики Южная Осетия, преподаватель осетинского языка и литературы Государственного лицея искусств имени Аксокольева Фатима Габараева. Она отметила заинтересованность школьников, их стремление показать свои знания. Ama sefendi projekte xadraysoy projekten yaqudu semay modelun nefsog paraxat kanen sveletten semay saqud kanenot raza ama saguy makte zonuy casting axstis des axrzaw des en udunen xaslaverter savzanis tfetsok turmalevert ama sel bokusste ama hivat turtaroy daudzste anaviting voselchen projektu. Инициатива реализации телевизионного проекта принадлежит председателю Комитета по молодежной политике и спорту Суслану Гасиеву. По мнению директора гостелерадиокомпании ИР Батраза Хуриева, новый проект в очередной раз даст возможность молодому поколению продемонстрировать свои способности и знания родного языка. На проекте مختلفند на республике разгефал таракумлодма ама охродма на хойбовер бохастен. Also проектен фасивадун политика ама спорта фадл комитети меу фитсел. Фидоре меорне ама нудзанис хурс фастижета. Ama dortarder am gustot kenzistem, ama orozistem олхзум проекта на республике Харзивеген. Финал конкурса состоится в день рождения Васу Абаева 15 декабря. Все участники будут награждены дипломами и сертификатами. Победителей и призеров поощрят и денежными призами. Роза Тедеева, Эльвира Тибилова, Давид Туаев, Сармат Гузитаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Ежегодный турнир по быстрым шахматам завершен. Мероприятие организовано при поддержке Угостинского вуза и представительства Россотрудничества в Южной Осетии. Победителем спортивного праздника, приуроченного ко Дню народного единства, стал Андрей Кодоев. Второе и третье места заняли Артур Джикаев и Вадим Келехсаев. Награды получили и юные участники. Подробности далее. В республике завершился ежегодный турнир по быстрым шахматам, приуроченный ко Дню народного единства Российской Федерации. Соревнование собрало как опытных шахматистов, так и начинающих игроков разных возрастных категорий. В течение нескольких дней участники демонстрировали свои навыки в напряженных интеллектуальных поединках. Турнир направлен на популяризацию шахматного спорта в республике, повышение уровня мастерства местных игроков и укрепление дружеских связей между участниками. Одной из ярких участниц стала Валерия Ванеева, демонстрирующая выдающиеся способности не только в шахматах, но и в поэзии. Она также является участником и финалистом прошлого года проекта поэзии «Дзерт» на ГТРК ИР. Организаторы выразили благодарность всем участникам, партнерам и болельщикам, подчеркнув важность проведения подобных мероприятий для культурного и интеллектуального развития молодежи. Была выражена надежда на дальнейшее расширение географии турнира и привлечение к нему еще большего количества шахматистов. Турнир республиканский. Играют как взрослые, так и самые сильные наши дети с города и с районов республики. По быстрым шахматам мы в этот же день закончим. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить представительство Россотрудничества в Южной Осетии за оказанную нам помощь и лично Сергея Михайловича Комиссарова, а также Государственный университет и лично Вадима Бутазовича за то, что дают нам такую возможность проводить такие мероприятия. В упорной борьбе определились победители и призеры турнира в каждой возрастной группе. Им были вручены дипломы, медали и ценные призы от организаторов и спонсоров мероприятия. Особые награды получили самые юные участники и опытные шахматисты, внесшие значительный вклад в развитие этого вида спорта в Южной Осетии. Яна Плиева, Фатима Чучева, Оксана Джоева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает.
В Республике Ясно, в Знаурском районе днем плюс 14, ночью плюс 4. В Цауском районе днем плюс 13, ночью 6 градусов тепла. В городе Квайса днем плюс 12, ночью плюс 6. В Лениногорском районе днем плюс 13, ночью плюс 7. В столице Республики в Цхинвале днем 14 градусов тепла, ночью плюс 7. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Дживоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.